В Казанском театре Качалова премьера. Комедия «Чужой ребенок» по одноименной пьесе советского драматурга Василия Шкваркина. Светлана Геннадьевна принесла пьесу, сказала, вот есть пьеса на молодежь. Конечно, мы очень много дописали, поправили, стихи дописали, песни ввели в этот спектакль, сделали такую музыкальную комедию, но здесь достаточно серьезное драматическое начало в этой пьесе. В спектакле был задействован в основном молодой актерский состав, а также народные артисты Светлана Романова и Михаил Галицкий. Это, конечно, о любви, о поиске счастья, о семье в первую очередь. Сюжет. Молодая актриса Маня вслух репетирует роль девушки, ожидающей ребенка. Ее слова случайно услышала ее подружка Зина, поверила им и рассказала об этом абсолютно всем. Трое влюбленных в Маню мужчин отворачиваются от нее, а родителей чуть инфаркт не хватило от таких известий, ведь тогда в советское время секс был запретной темой абсолютно для всех. Маня рада, что все поверили в то, что у нее будет ребенок, значит, она хорошая актриса. И тут же она решает проверить своих ухажеров, кто любит и такую замуж возьмет. Так закручивается интрига, типичная для комедии. Но режиссер Александр Славутский счел, что в пьесе есть нечто большее, чем просто забавный сюжет со всеми его хитросплетениями. Ну, вы же видели, как люди принимали, как они верили в эти обстоятельства, как люди верили в добро, в красоту, в справедливость. Им очень хотелось, чтобы кто-то был порок наказан, а человек искренний, верующий, чтобы он был как бы победил обстоятельства. В спектакле особенно для современного зрителя подана тема девушки, которая ждет ребенка от одного, а замуж ее может взять совершенно другой молодой человек и по любви. Этот тонкий момент смогла показать актриса Алена Козлова. Она выдала характер своенравной, смелой девушки, готовой к испытаниям. Тот факт, что так зрители принимают, говорит о том, что человеку нужна капля радости, надежды, любви, потому что время непростое, трудное, хотя легких времен не бывает, всегда бывает время непростое. Сценическое оформление похоже на сцену из кино. Дачный домик был оформлен в пастельных тонах, а вокруг подвесные березы, что говорит о легкости происходящего. Отдельно хочется отметить костюм от Екатерины Борисовой. В вещах прослеживался актуальный на сегодняшний день крой, но больше это выражалось в цветовой гамме: фисташковый, бежевый, светло-серый, сливовый, которые тоже говорили о характере каждого персонажа. В конце хочется заключить: несмотря на комедию, тема чужого ребенка драматична для девушки, и надеемся, что актерам удалось донести до зрительниц, возможно, оказавшихся в таком положении, сделать свой правильный выбор.